Ассаламу алейкум. Приветствую вас, Аят Машвой. Алейкум салам. И вас приветствую. А, с- Какая у нас Сегодня, сегодня? Да, говори, давай. давай, Ага. сейчас закончу. А, Сегодня у нас 92-й стрим на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. С нами снова постоянный ведущий данной платформы Аят Эдигов, сопредседатель Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия, ближайший соратник Джахара Дудаева, стоявший вместе с Джахаром у истоков нашего государства. Сегодня 17 декабря 2024 года, 19 часов 6 минут по центральноевропейскому времени, 21 час 6 минут по городу Джахару. Аят, тебе слово. Я всех приветствую еще раз. Я тоже всех приветствую, которые у нас сейчас на связи. У нас есть телеграм-канале открыто идет слушание, так? Ну, наверное, в ТикТоке, как ты говоришь. Нет, в ТикТоке нет, у нас Нет, заблокирован да? ТикТок на неделю. Хорошо. Ну, хорошо. Ну, поговорим тогда о том, что происходит сейчас в мире. Ситуация, как вы понимаете, все, кто слушает нас, достаточно такая неясная, непонятная. Мы ожидаем, что вот-вот, значит, Путин грозит всему миру и, значит, Украине, что может быть атомная атака, что они могут кинуть атомную бомбу. Правда, Путин говорит на своих вот недавних совещаниях, он говорил, что для своего внутреннего пользования он не говорил, что есть такая опасность. Он как бы успокаивал свой народ, что это не может быть подстанция, и это взрывать мы не будем. А вот для внешнего, значит, потребления, потому что там же в России все, что делается, они его внутреннее, у него 99% слушают, а наружные, ну, 1% и слушают, и то хорошо. Поэтому у него так разделено вот это все. И вот они выступают, там рассказывают о той ситуации, которая есть в мире, и они говорят о том, что вот Запад готовится ударить по ним атомным оружием, могут ударить, они хотят передать оружие то, они перенесли, мол, значит, эти границы с атомными НАТО, перенесли там Финляндию, Швецию, вот это все рассказывают. Вот я их слушал, там читал. Поэтому вот говорю, что там вот идет такая пропаганда. Пропаганда идет для того, чтобы сказать, что ситуация так напряженная, что Путин сам называет войну войной, то, что он назвал демилитаризация, денацификация, сам сидит и называет война против Украины, в Украине. То есть его самого его надо посадить или оштрафовать за то, что по его законам и по его указам. Так что они вот эти вот дела разыгрывают, а в остальном мире, как вот происходят дела, вот сегодня мне звонили некоторые люди из разных стран и говорили, что здесь даже вот на Западе специально вышла инструкция, есть какое-то там обращение каких-то организаций, там, наверное, государств или негосударственных, который указывает на то, что нужно всем, кто, значит, живет здесь на Западе или в той или иной стране, в некоторых странах, что нужно, чтобы если в машину у вас, чтобы у вас были машина одеяло, то одежда, и чтобы запас был у вас воды, еды и все такое. То есть напряжение вот этой обстановки, это чувствуется вот по этим вот разговорам, которые ведут. Но все же никто не может сегодня сказать, что же происходит, почему вот такая вот напряженность и откуда это все. Мы всегда должны думать о том, что вопрос заключается в том, что эту всю бучу и вот это все, что происходит, это делает человеческо-ненавистнический режим, значит, Российской империи. Когда в 1994 году они развязали вот эту
агрессию против Чеченской Республики и начали полномасштабную войну с применением всех видов оружия до полумиллионных войска, ведя на территории, которая является, скажем, ну, где-то около миллиона с лишним человек. Нам пришлось с ними воевать, и четырежды мы их изгоняли. Я всегда это повторяю, чтобы люди знали. Четырежды наш народ их изгонял, и наш первый президент говорил, что когда мы обращались ко всем остальным народам и государствам мира, ну, в принципе, значит, они отвечали так, что мы ничего не знаем, даже арабские вот страны и западные страны, мы ничего не знаем, что это все российская территория, хотя наша территория и наше государство было создано в рамках строго современного международного права. Поэтому тогда наш президент говорил, что нужно думать о том, что ваше заявление о том, что Чеченская республика, Ичкерия есть территория чеченская, есть территория Российской Федерации России, что это заблуждение, и если вы сейчас не примете меры, то в конце концов настанет день, когда и Запад, и эти все страны, которые есть, они тоже станут внутренним делом России. То есть их предупреждали уже тогда. И они на это не смотрели, и потом это пошло дальше. Потом пошла Грузия, на которую они напали. Потом, значит, в 2014 году Украина. И снова, теперь в 2022 году снова Украина. И теперь уже есть опасность того, что западные страны уже вот так вот предупреждают население, чтобы они сидели, да, если в машинах или дома, чтобы у нас был запас воды, одежды, одеяла в машинах, все. Представляете, до чего дошла ситуация? Настолько вот запуганы уже эти западные страны и боятся, что произойдет. Конечно, может быть, они, если это и не сделают, но все равно вот это вот все витает в воздухе. И если, допустим, Россия на это решится, мы же не знаем, что они сделают, что у них в головах. Они вообще неадекватные люди, если они вот так вот посылают на войну людей для того, чтобы захватить чужие территории. Вместо того, чтобы мирно жить, сосуществовать, развиваться на территории этой России, огромная территория, 20-30 раз больше самой Украины, а нашей там республика вообще-то это в 100 раз больше у них территория. Чего им надо, чего не хватает? Вот вопрос встает. Вопрос встает в том, что эта империя, она как, знаете, как пришла сверху, так, на этой территории, стала властью, которая закабалила все эти народы, в том числе и сам это русский народ, который находится в глубоком заблуждении, думает, что они управляют там. Ничем они не управляют, они являются, как говорится, по большому счету, являются людьми, которые раболепствуют и думают, что они такие вот мы такие-сякие. Нет, это неправда. Посмотрите свои холодильники, посмотрите свои жилища по всей России, посмотрите, как вы живете, до всех, которые живут. Посмотрите, в каких опасных условиях вы живете и почему. А потому что именно это раскручивает, и это власть, которая сегодня находится в Москве. Для чего надо здесь вот это все сделать и пугать весь остальной мир? То есть отдайте им, скажем, Чеченскую республику, отдали на сиденье, отдали Грузии территорию, отдали восточные территории Крым, Украины. Теперь вот, мол, давайте полностью всю Украину. Вот такая вот ситуация складывается, и сейчас идет вот эта, значит, раскрутка, так скажем, что тысячи и тысячи там единиц оружия разного типа, я имею в виду здесь и танки, и самолеты, и разного рода, значит, ракеты до своего, так сказать, ухода в отставку. Байден сейчас все сюда шлет, и говорят, он там активно шлет. И почему? Потому что в Курской области ситуация такая напряженная, что Путин, видимо, желает, если будут переговоры, чтобы там они изгнали, скажем, захватили эту территорию. И на этой территории они туда гонят вот 10 тысяч или 50 тысяч еще собирается загнать
людей, которые, я имею в виду корейцев, так? Они уже там устроили какую-то бойню, говорят, там кадыровцев, которые ехали в каком-то, значит, грузовике, расстреляли, до 10 человек убили. Значит, идет там вот такая ситуация, и они пытаются, Москва пытается их там выдворить. То есть освободить эту территорию, и на этих условиях, как, значит, сторона, имеющая такие вот сильные позиции, сесть за стол переговоров, в то время как и этот Сирия, которая их была под их давлением или под их влиянием, она отдана ими. Она им отдана, и, видимо, это важное имеет значение. Сирия, это как бы здесь сегодня вот этот момент, что Сирия, там идут все эти нефтепроводы, Катар, там, значит, сама вот эта нефть из Ирана, все эти нефтепроводы идут именно через Сирию, в Турции и дальше. И все время, сколько мы помним, вот эти вот все вопросы, которые там поднимались, почему Сирия? Потому что оттуда идет это золото черное, этот газ и все такое, которое может быть конкурентоспособной в России. Потому что Россия сама хотела все это продавать, а здесь, наложив, как говорится, лапу, имея все это процентов, то есть без всякой конкуренции она может диктовать и создавать какие-то условия, цены на ценообразование. Запад этого не хотел, поэтому они хотят это сделать и, скажем, в Америке там открыть свои эти газопроводы, там нефтепроводы, нефть качать хотят. Вот идет вот это вот противостояние, а Россия, собственно говоря, вместо того, чтобы участвовать и возрождать, скажем, свои города, села, чтобы, значит, учить своих детей нормально, значит, в тех условиях, которые должны они жить, как человеке, как, скажем, как это бывает во всем, так сказать, морально, нравственно, они делают, вот, гонят своих людей на убой. Пока что не своих, а в основном гонят национальные республики, которые есть, скажем, сегодня в составе России. В том числе и Чеченская республика, которая оккупирована. Оттуда тоже гонят людей, оттуда их берут и направляют, их там вот, мол, убивают, они гибнут, они вынуждены туда идти, но, насколько нам известно, никто из тех, кто пошел туда, не идет туда добровольно, они пытаются уйти от этого, но пока что не получается. Наш народ, который там находится, не поддерживает эту войну, он против этой России по факту. Потому что мы все помним, они помнят, что происходило, как они убивали наших людей и убивали за все это время, убили более, значит, 250 тысяч человек. Представь себе, из них более 40 тысяч детей убили. Вот такая ситуация. Мы, единственное легитимное правительство на Западе, президиум правительства, усеченной форме, правда, мы не можем в полной форме работать, потому что мы не на своей территории, потому что у нас нет тех, значит, рычагов, которые могут быть, но мы здесь ведем работу по, значит, деоккупации нашей страны и по, значит, ее, скажем, признанию. И вокруг этого нашего признания, которое мы должны сделать, идет большая работа с нашей стороны и наших людей, которые на Западе. Но есть люди, которые практически действуют, содействуют здесь, называя себя властями, называя себя, значит, поборники нашего государства, фактически работают в пользу сегодняшней империи. И эти люди нам известны. Мы говорим и много раз, и сейчас повторяем, прекратите вот эти предательские ваши ходы, не надо ходить на какие-нибудь там собрания, когда там собираются разного рода Навальный, Карамурзы и другие в Берлине или где-нибудь, или не надо с ними, значит, подписывать какие-то соглашения о том, что развалить Россию, как будто мы часть России. Вот эти вещи неприемлемы для нашего народа, неприемлемы с точки зрения международного права, с точки зрения нашей Конституции и декларации, которая принята нашим народом. Это своеобразный референдум, который был у нашего народа. Ну, я на этом закончу сейчас, а потом в ходе вот разговора, вопросов будем отвечать. Я думаю, этого
для начала достаточно, потому что то, что происходит сегодня, скажем, в Америке с избранным президентом Трампом, вопрос стоит открыт. Он сегодня говорит все, что ему вздумается, то и он имеет право. А когда он вступит в должность 20 числа, с 21 числа мы будем уже слушать то, что действительно может быть. Давай тогда, пусть если есть люди, давайте вопросы, ответы. Вот так поведем наш вот этот стрим. Асан, Баркалая, Дейрейсуль. слушай, Асан. Друзья, напоминаю вам, у нас стрим идет в телеграм-канале на официальной странице Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Вы можете зайти и непосредственно сами принять участие, задать вопросы, пообщаться, что-либо прокомментировать. Также вы можете вот в этом YouTube-канале, где сейчас мы вещаем, написать комментарий, я его обязательно зачитаю. Всех я вас приветствую. Валейк салам. И, друзья, всех приветствую. Ассаламу алейкум, Аят. У президиума есть контакты с конгрессменами США? Идут ли между вами какие-нибудь переговоры по поводу свободного Кавказа? Если да, американцы готовы передать Кавказ чеченцам? Чеченцы любят Америку, и чеченцы хотят жить в союзе США. Кто это задает вопрос? Это у него ник Ну, значит, у нас есть много, значит, попыток, значит, с ними связаться. В связи с тем, что сейчас идет там перевыборные процессы, говорит о том, что там есть президент и другие структуры власти, там меняются. Поэтому сейчас говорить об этом не приходится, но мы стараемся там работать, мы там с ними общаемся, с некоторыми людьми, и это, конечно, важный вопрос. Да, вот такая ситуация на данный момент. Это вот когда вступит в должность, как говорится, новая власть, это уйдет, тогда уже надо там активно действовать в этом вопросе. Мы писали им письма, обращения делали, даже наши друзья, которые здесь есть из-за самой Америки, обращались уже к будущему президенту избранному с тем, чтобы он нас признал. И даже этот Эд Мамедов, ты же помнишь, Аслан, да? Так что здесь вот такая ситуация. Но мы будем это делать дальше, конечно, будем делать. Нам сейчас важно, что нашу страну признали и другие государства. Государства, которые вышли из Советского Союза, государства, которые являются на Западе, балтийские, европейские страны, потому что по всем правилам мы признали, и нас сегодня очень и очень удручает тот момент, что эти страны считают, что наша страна, она, мол, значит, по территории, по количеству населения малая по территории. Но в то же время надо сказать всем, и чтобы мы знали, что в мире есть 40 стран, около 40, я скажу, которые имеющие нашей территории, имеющие по населению и члены Организации Объединенных Наций. Поэтому эти разговоры не надо нам, как говорится, говорить нам об этом. Мы знаем, что мы стоим на принципе современного международного права. Если оно есть, есть, и мы должны в этом направлении действовать. Если этого нет, это международное право. Пока что мы должны действовать в этом направлении, потому что это тот ресурс, на который мы сегодня имеем в рамках современного международного права. Все остальное, которое было раньше, об этом говорить мы не можем. Мы можем об этом говорить как исторический факт. Потому что если мы будем поднимать те вопросы, то нам надо поднимать и решать миру, надо будет решать все вопросы индейцев Америки, Северной, Южной Африки и всего остального мира. Этот пласт никто не может поднять, потому что они не могут, сегодня мы не можем поднять и тот пласт, который есть в сегодняшнем современном мире. Так что вот такая ситуация. Спасибо, Аят. Всех я, друзья, приветствую. Валейк салам, Усман, все. Салам всем свободным людям. Салам, уважаемый Аят. Салам, брат Аслан. Салам, брат Эд. Алаш, валейк салам. Всех, друзья, я вас приветствую. Так, здесь вопрос. Вопрос. Почему Аят не создает политическую
партию. Ведь недостаточно освободить землю, но и не дать людям, которые могут нанести вред республике, прийти к власти. Это чей вопрос? Это Т-800. Ну, Т-800. Люди, которые находятся, имеют полномочия от чеченского государства и власти, которые избраны были в 1997 году на 4 выборах, депутат парламента, члены органов местного самоуправления, судебной власти и те люди, которые назначены последним президентом перед своим уходом, эти люди являются людьми, которые сегодня проводят эту политическую, правовую. Партию создавать они не имеют права, потому что мы и так занимаемся вот этими всеми политическими вопросами. Партии могут создавать, регистрировать их в нашем законном и легитимном правительстве, регистрировать их могут создавать на Западе наши беженцы, которые здесь находятся. Некоторые из них создают так называемые партии, но, по крайней мере, из того, что мы видим, что их деятельность как-то вот противоречит существованию нашего государства. Они себя изображают, ну, скажем, они сильно отходят от нового нашего государства. Мы пытаемся, чтобы они в этом вопросе, значит, правильно все это поняли, но там находятся люди, которые лидеры, которые и участники, которые пока не понимают, видимо, что это такое. Мы с этой линии сходить не можем. Да, если были бы такие партии, движения, объединились бы здесь на Западе, кроме них есть еще разные и другие движения, которые из себя чуть ли не изображают властью чеченского народа, когда власть избирается нашим народом. И тогда в 1994 году был принят специальный закон о государственной власти, где сказано, что власть, которая находится на территории, избрана на территории нашего государства, легитимная власть, она сохраняет свои полномочия до времени изгнания оккупантов. То есть будет это 10 лет, 15, 20 лет. Эти люди, они имеют эти полномочия, а остальные люди, которые говорят, что они там власти или самозванцы, типа вот, которые здесь находятся, самозваные такие правительства, лондонские или другие там общественные организации, они к этому не имеют, собственно говоря, организации, не имеют никакого отношения к нашей власти. И вместо того, чтобы поддерживать нашу легитимную власть, людей, которые стоят на этих позициях, соответственно, нашей Конституции, они избегают эти контакты, они говорят там, значит, за спиной, пользуясь, их поддерживает, собственно говоря, Кремль. Косвенно или прямо их поддерживают, потому что они выполняют их задачу. Они могут делать, быть, так сказать, слепо, это не зная, поддерживать, а могут и зная поддерживать. Поэтому мы говорим, разберитесь с этим. И многие наши люди на Западе считают, что нужно создать какую-то там партию, движение. Нет, мы должны, если здесь на Западе есть беженцы, они должны придерживаться той линии, которая есть у той власти, которая пусть в усеченной форме, так, но той власти, которая есть у нас на данный момент на Западе. Это президиум правительства Чеченской Республики Ичкерия. Здесь нет никакого сомнения, это обосновано, документально, все это есть. Ну, в общем, вот такая ситуация, коротко говоря. Баркал Аят, сегодня утром, в 6, по-моему, утра в Москве убит начальник войск химзащиты, некто генерал Игорь Кириллов и его адъютант. Погибли рядом при выходе из подъезда собственного дома. Был припаркован самокат, электросамокат, в котором находилось от 100 до 300 грамм тротиловом эквиваленте, и, видимо, начинен был поражающими элементами. Самодельное взрывное устройство, как говорят на русски, и оба погибли на месте. Во-первых, Аят, что это такое, почему бьют именно по такому генералу, который занимается химическим оружием, и является ли терроризмом убийство особо опасным общественным способом даже комбатанта
И почему, если это не является АЭД, забегая вперед, почему наши считались террористами, а сейчас какие средства массовой пропаганды не говорят, что это террористы, диверсия, СБУ, там вот такие разговоры ведутся, что это якобы СБУ на себя взяла и так далее. За такой обширный вопрос. Извиняюсь, Аят, пожалуйста, вам слово. Они что, на самокате собирались уезжать, да? Так, понял. Нет, самокат был припаркован у подъезда, и он был сама взрывчатка, это я самокат. понял. Я думал, они на самокате ездили. Ну, им надо было на самокате это еще и прокатиться, лучше было бы. А то, что Россия там делает из них героев каких-то, что это против них там терроризм или бандитизм, они не говорят, наверное, потому что это борцы против этой империи, против этой власти, если я так считаю. Поэтому они знают, видимо, их знают. Значит, там работают люди, которые это все понимают и делают это. Я так думаю. Здесь ничего не скажешь другое. Вот и все. А почему именно химическое оружие, генерал, выбран для атаки АЭД? Почему? Что такое? Ну, может, здесь нельзя сказать химическое, потому что, наверное, они являются, для них, может быть, это нет разницы, может быть, они не знают, а химические и другие виды оружия они используют. Они используют это и у нас, в Чеченской Республике, они это будут использовать, наверное, сейчас, но там используют, обязательно они будут это использовать, здесь нет сомнения, и это, ну, самые, так сказать, значит, специальности, которые вообще запрещены в международном праве и все такое. И поэтому они понимают, что это самые такие вот, ну, как сказать, ну, это гнусные вот эти вот специальности и гнусные люди. Поэтому кто-то, наверное, решил избавиться от них. Может быть, и там же есть русское сопротивление в самой России. Наверное, они. Кто знает, мы же не знаем с вами. Ну да, скорее всего, это сделано руками тех, кто проживает в России. Да, это правда. Да, конечно, никто не думает. Мгм. Хорошо. А, Аяд, вопрос Аяду от Эда. Вас слушают и думают многие люди в оккупированной Ичкерии. Что бы вы им посоветовали, как им себя вести и делать в это нелегкое время? Ну, что бы я посоветовал? Посоветовал бы в этой ситуации, они должны сделать все возможное для того, чтобы, значит, не оказаться в ситуации, чтобы они в уныние упали. Надо, держитесь, смотрите, чтобы ваши дети постарайтесь, чтобы не шли на фронт против Украины. Украина наша дружеская страна и дружеский народ. Поэтому здесь что еще сказать? Конечно, Москва там пытается сделать, как мы видим, даже марионеток и даже Кадырова они хотят извалять в грязи, так что потом его во всем обвинить. Вот они сейчас Сирию сдали, так? Сирию сдали, потому что, видимо, они хотят сосредоточить все свои силы, скажем, против Украины. Курск они хотят забрать, там это. Потом, может быть, если там это им удастся забрать, они потом, видимо, все свои усилия направить, видимо, будет там, когда нет, направить, видимо, против нашего народа, республики, потому что наши люди будут сопротивляться в любом случае. Они пока там сидят, но и сопротивляться они будут. Поэтому им нужен какой-то очаг, который они сейчас изваляли. Вот украинцы туда посылают какие-то дроны, взрывают то-то, то-то, то-то. Очень желательно, чтобы это было не против нашего народа. Народ там находится под давлением, сильным давлением. И люди, которые там, мы не можем между вами, нами вот такое вот устраивать. Люди наши просто вот находятся под прессом. Пресс, которого не был, может быть, и в 30-е, 36-е годы. Вот такой пресс есть. Это есть, конечно, и по всем другим национальным республикам, кроме нашей. Наша-то страна оккупирована. Поэтому здесь вот такие вот вопросы, они очень важны. И я думаю, здесь мы должны уделять внимание, что
Россия в конечном итоге, если им удастся, скажем, сесть за стол переговоров и соблюсти те условия, которые, значит, могут остановить войну. Но я сомневаюсь здесь, собственно говоря, у меня сомнения есть, что Украина и условия России, которые они предъявляют, что они придут на, скажем, к согласию. Может быть, если они, Зеленский там заявил, что нужно, чтобы у нас было, у НАТО, чтобы мы были. То есть они хотят иметь защиту, гарантированную защиту от нападения России. Если это случится, и это гарантии будут, то они, конечно, обязательно развернутся против чеченского народа. Им он там не нужен, они видят даже, что при том, что там находятся их марионеточные власти, они понимают, что если там не будет их, то там у них не будет проблемы. Вот что они понимают. В то же время сейчас они видят в Грузии, видите, они захватили там фактически власть, вот сидит там Имамашвили, и вот эта вот кавказская вот эта ситуация, они напрягают, и здесь еще дело еще в том, что там сидят вот некоторые наши люди, мы пойдем туда, мы там, значит, завоюем, мы там покажем. Да, может быть, вы пойдете туда, может быть, они пойдут туда, но пока что у меня нет надежды, что это возможно сделать. Видимо, это может быть провокация. Поэтому от этого мы должны как-то вот внимательно высказывания свои держать и думать, как мы будем действовать. Вот такая ситуация, Аслан. Спасибо, Баркалон. И мы много говорили об этом, в прошлом стриме говорили, я об этом тоже говорил. И я видел, вы опубликовали у себя в Facebook одно из моих видео, где операция Трест, чеченская версия, точнее была бы античеченская версия. И я пытаюсь как-то объяснить, донести до людей, что будьте осторожны, внимательны и так далее. И вот складывается такое впечатление, что пытаются вот этих наших отдельных, разрозненных от определенной степени наших бойцов, которые находятся здесь в Европе, за границей, в других странах, вне пределах нашей страны и фашистской России, пытаются их заманить туда вовнутрь, и вот такие разговоры, что вот там только надо зайти, только надо чуть-чуть поднимутся там. Вся молодежь, например, такой российский деятель, как, ну, не буду его называть фамилию, проживающий непонятно где, он говорит, что если там, обращаясь к одному из бойцов, который находится в Украине, что если вот ты придешь, тысячи молодых людей, там вся молодежь, там Дагестана, Чечни, короче, не знаю почему Дагестана, ни Басаеву, ни Дудаеву, вся молодежь Дагестана не вставала, а сейчас она должна встать. И вот эти вещи очень подозрительные, Ая, и вы это понимаете, и так далее. Может произойти выманивание этих людей и уничтожение, а затем уже как бы сравнивание всей республики под этот шумок и так далее. Что вы по этому поводу думаете, Аят? И знаете, Аят, еще очень важный момент, что сбивает молодежь и некоторых людей сбивает с толку, что Запад поддерживает. Мы видим разные евродепутаты там с Ахмед Закаевым заигрывают, прекрасно понимая, кто такой он, и мы об этом говорим, все же смотрят, наблюдают и так далее. К чему это все может привести, Аят? Что вы бы посоветовали? И, может быть, на самом деле сейчас они зайдут туда, потом там поднимется весь мир, все помогут, прилетят там на самолетах, вертолетах, там спецназовцы и так далее, и всех спасут, всех побьют. Пробудет это, Аят? Или это Западу, миру глубоко плевать на нас? Ну, говорит о том, что, как ты сказал, плевать на нас, им, может быть, и не плевать, но они в первую очередь думают о своем государстве, о своем, может быть, народе, о своей стабильности. И поэтому эти страны ведут себя таким образом,
но они стоят на принципах современного международного права, хотя это право, конечно, не соблюдается в полной мере. Это есть тот процесс, это международное право и право народного самоопределения, все такое. Это есть такой вот момент, который должен соблюдаться. Оно, в принципе, в одних местах соблюдается, в других нет. То есть за становление, за то, чтобы это реализовать, тоже надо вести борьбу. Эта борьба должна быть и общественная, политическая, правозащитная, но правовая со всех сторон. И ее нужно отставить. Вот то, что делаем мы, наш народ. Мы создали все, что как надо, все изобразили. И когда, значит, все это выступили, нас признала тогда Грузия, теперь вот признала в 22 году, что мы оккупированная страна Украина. Это же не просто они признали, это есть результат нашей деятельности. Это есть результат деятельности нашего народа, принятия тех или иных документов, решений и той войны, которую мы вели. 5 агрессий было против нас. Поэтому, понимая, что это есть, признают нас только поэтому. И дальше нужно это развивать. А то, что сейчас вот туда пойти могут, и это, я хочу предупредить, вот я понимаю, о чем ты говоришь, что еще в 93-м году, 4-м году, до начала вот этой 4-й агрессии, которая называется Первая война, русские там туда закатали, к нам пригнали там тысячи. Аят завис. Не слышно. Сахизон, Аят. Завис. О, хазису, Аят. Так, у нас немножко технические сбои. Ну, в принципе, что уже не удивительно, вы все прекрасно знаете, постоянно какие-нибудь происходят неполадки у нас. И это связано точно не по нашей вине. Иногда, конечно, может быть и по нашей, но слишком так много бывает таких вещей, да. Сейчас Аят подключится, дождемся его. И мы тогда продолжим. Так, друзья, еще раз напоминаю, Аят Идигов – это ближайший соратник Джохара Дудаева, и вы можете задавать ему вопросы. У него есть канал, это наш официальный канал Президиума правительства, Чечен Гаумет называется. Можете подписаться на него. Угу. Видишь меня, Аслан? Да, Да, видно, Аят. Зависло видео, прервалось. Да, зависло, я уже на другой этот телефон перешел сейчас, так? Но на чем я остановился? Значит, вопрос в том, что эти люди, так, эти страны, они в первую очередь о своих государствах думают. Да. А то, что тогда они пытались, когда эту войну они начинали против полномасштабную, почему они столько людей к нам завели тогда, столько вот такую армию? Они пытались нас выслать, наш народ. Да. Там было расписано все, как, куда и как высылать наш народ. Они хотели выслать наш народ туда, в Сибирь и дальше по всей Сибири, чтобы они больше никогда не возвращались на эту территорию. Вот что они планировали. Понимаете? Наши люди многие не знают об этом. Это был такой план. И теперь они, как вот мне говорили вот мои друзья из Украины, когда вот с ними разговаривал, с некоторыми, вот я там пытаюсь сейчас эту видеоролик там восстановить, они говорили, что они, и мы это знаем, они полностью извращают нашу историю сегодняшнюю, то, что было. О людях говорят что угодно, наклеют разные ярлыки. Поэтому здесь вот, говори не говори, ситуация такая сложная. И я думаю, что нам надо понять, чтобы мы не оказались вот втянуты, сами того не понимая, чтобы мы не оказались втянуты в эту провокацию российскую. Они могут любую провокацию сделать. Поэтому для нас сейчас, пока нет туда хода, для нас самое важное, чтобы наше государство было признано. Чтобы оно было признано,
на международной арене, и тогда мы будем иметь основания, вот как Балтийские и другие страны. Вот, значит, вот Мгм. наше государство было признано, наше государство есть. Пожалуйста, значит, мы будем тогда возможность иметь становиться под защиту международного права. Понимаете, вот это для нас важно сейчас. А когда там откроется возможность туда прийти, народ-то там находится, там. И мы тогда и им, и другим будем говорить, мы все основания и все документы, и о том, что это нужно делать, чтобы там провести выбор очередной, все подготовим здесь на Западе. Вот в чем вопрос. А если нам удастся туда прийти и передать это правопреемственность нашей власти, которая была избрана по праву, современному праву, то это большое достижение. Вот что мы должны понимать и не попадаться на эти провокации, которые делают люди, которые сегодня здесь на Западе, некоторые, которые говорят, сделаем так, сделаем сяк, не обосновывая ничего это, а просто для того, чтобы как бы это было в пользу нынешней власти в России. Значит, надо проанализировать, как это так. Мы об этом говорим часто. Вот что я думаю об этом, Аслан. Мгм. Баркал аят. Мгм. Да, Ай, аят, на ваш взгляд, как вы думаете, вот такая операция, а, она может иметь успех? Что вот народ поднимется, там Запад поможет, Турция ведет свои войска, там что-то как-то, как сейчас они в Сирии сделали. Или нужно сперва полностью, как в Сирии, с лица земли всю республику сперва стереть, довести людей до кондиции, а потом уже на белом коне, в белом костюме появляются освободители, спасители. Может, так может быть. Но, допустим, мы должны, это такая часть вопроса, который ты задаешь. Но каким образом туда вот, это технические вопросы, военные вопросы, так? Вопросы разведки, вопросы, значит, военных. И как туда, вот через Грузию, Грузия сегодня и Азербайджан, они полностью в дружбе с Кремлем. Мы это знаем, так? Пока что. Мы знаем, что через саму Россию, значит, надо захватывать, идти через весь Северный Кавказ, Краснодар, Ростов. Так идти надо. А каким образом туда идти, этот вопрос уже другой. Для нас важно, чтобы мы были готовы к тому, что будет, и чтобы мы знали, что такое современная война, как она ведется, чтобы могли этими орудиями пользоваться, ну, в которых мы знаем, как ведет все эта война, и чтобы это у нас было. А так вот сейчас еще раз вот туда зайти, и чтобы как раз это было то, что Кремлю будет ясно. Вот эти террористы пришли, эти бандиты пришли, и так они на нас навешивают. Поэтому мы это отрицаем, мы говорим, что сейчас, пока мы здесь находимся, эти годы, вот эти люди, которые вот возглавляют и говорят, вот это, мы это сделаем и то, эти люди все время здесь занимались противодействием нашей линии по признанию нашего государства и постоянно принимали решение и документ о том, что мы являемся частью России. Из этого исходит, если этому следовать, что если там вот такое поднять, то это террористы, бандиты пришли. Вот если эти люди пойдут, то это как будут выглядеть как террористы, бандиты, если даже они не такие, на них будут эти ярлыки вешать, и они могут туда закидать нашу всю республику разными ракетами, бомбами, прийти туда и снова, значит, устроить вот эту расправу над нашим народом, чтобы затем их выслать. Я же это говорил сейчас. Поэтому здесь нужно, это вопрос такой. Но главное, чтобы мы туда под это подвели основу. Помните, как Балтийские республики, они мирным путем стали, еще Советский Союз, взяли цепочку, там сотни километров вдоль дорог встали, значит, делали свои заявления, говорили о том, что они захвачены Советским Союзом, и этот вопрос решался уже в ООН, в Европейском, значит, парламенте Соединенных Штатов Америки, поставили вопрос, что эти страны вы захватили незаконно. Вот эта основа нам нужна, вот что я говорю.
А так как мы законно создали свое государство, они незаконно захватили грузинские территории, они законно захватили украинские территории, они незаконно захватили, значит, Молдову и подвели под себя и Белоруссию, о чем мы и говорим. Вот что нужно делать, ну, скажем, параллельно или до этого. Но этой работы к нам, значит, чтобы мы ее могли провести, нам мешают вот эти люди. И, конечно, это агентура влияния Кремля. Среди них есть, конечно, русские и другой национальности люди, ну и в том числе, конечно, люди нашей национальности, которых мы знаем. Вот такая ситуация, Аслан. Мгм. Баркалая, спасибо. Спасибо. Баркал, Масана, Баркал. Вопрос Аяду. Как вы думаете, почему Литва, Латвия и Эстония пока не примет закон и признает Ичкерию? Ну, что я могу думать? Они находятся под прессом или под единым коллективным таким, скажем, решением, которое принимает, скажем, страны Запада и НАТО. Они же НАТО сейчас, так? М, Вот сейчас, если Украина это сделала, вот, признала, то есть это мгм, первый шаг, который, может быть, нам как раз-то откроет врата, так скажем, так. Что здесь думать? Конечно, было бы хорошо, если бы они это сделали. Мы к ним обращались не раз, много раз. Кстати, я говорил, и помните, этот парламент Эстонии принял специальное там постановление, в котором говорится, что наше государство надо признать, и это признание должно было направлено в их правительство. Но это тоже до сих пор не происходит. И над этим надо работать. То есть мы не можем сказать более того, что есть. Они сами сейчас, видите, опасаются, они же как бы на переднем фланге, они могут на них там напасть, и они все время угрожают этим республикам, так? И поэтому они не решаются, пока вот не будет такая вот стабильность, полная стабильность. Я так думаю. мгм, Хотя бы было для нас в целом это хорошо, но мы не такие, как говорится, в военном отношении, значит, сильны. В военном, я имею в виду оружие, то все нет. У нас, и когда мы воевали, тоже не было этого оружия, и никто нам не помогал, как вы знаете. Просто были люди, простые люди, гуманитарную помощь организовывали с разных стран европейских тоже, и организовывали, значит, и с южных стран, там, Турции, другие, а тоже там помогали, вот, присылали, если можно сказать, деньги, но это просто такая общественная такое. А правительство все, они держались тоже в стороне, боялись. Так получается. мгм. Здесь комментарий я прочитал бы, чтобы узнать ваше мнение по поводу, о чем Да. думает и предполагает Эд. Я думаю, пишет, что наш президент Трамп будет все реформировать, в том числе и организацию ООН. И все будут вступать в новую организацию на общих основаниях, привилегии будут ограничены. И я думаю, Ичкерия будет признана, ну, будет входить в эту новую организацию. Как вы считаете, Аят, ООН является ли справедливой организацией и требуется ли реформирование от этой организации? Но это все говорят о том, что ее надо реформировать, многие говорят так, Мгм. но в то же время, кроме ООН и международного права, других у нас международных принципов нету. Мы придерживаемся этого все, даже все страны, даже та самая Россия, даже другие вот эти диктатские режимы тоже ссылаются и как-то пытаются на него ссылаться. Они поддержали принятие вот этих вот принципов в свое время, а теперь говорит там, можно ее менять или нет, это они будут решать, в принципе, они будут решать. Они должны где-то что-то произошло и принимать это решение. Если, допустим, часть стран скажет, мы не хотим быть ООН, и мы сделаем свой ООН, образ, скажем, да, а тогда у нас появится несколько там международных организаций, это вообще будет
еще хуже раскол. То есть здесь это должно быть единое мнение, по большому счету. А для нас, может быть, как это будет там или здесь, для нас важно, чтобы это было в рамках международного права и свобода личности. Мы на это ориентируемся. Мгм. Баркалайт. Так, Мгм. далее. М, Аят, вот Кадыров как-то недавно сказал что-то на Бастрыкина, что там типа мигрантов, гастарбайтеров ущемляют, там незаконно Мгм. преследуют и так далее. И разразилась русскоязычная украинская пропаганда, конечно же, российская пропаганда, что там так называемые полухорошие русские и так далее. Они начали утверждать, что Рамзан Кадыров вышел из-под контроля, и вот, соответственно, с этим тут вопрос Марик Пида задает. Как думаете, Кадыров, вернее, пойдет ли Кадыров против Путина? Пойдет ли он против Путина? Я потерял этот вопрос, я тоже здесь был, но он вот такой был вопрос. Ну, что можно думать? У них там есть противоречия внутренние. Это главным образом экономические, правильно? М, Вот здесь идет вот. И еще в том, что наша республика, которая была одна из самых промышленных республик на Северном Кавказе, нефть, газ, мгм, ну, другие виды промышленности, тяжелая промышленность, строительство, у нас это было сильно развито. Все это, значит, уничтожено и доведено дело до того, что сегодня республика как бы живет на дотации. А в свое мгм, время наша республика давала 5% внутреннего валового дохода Советского Союза. Это очень много, мгм, если считать и смотреть на территорию, в которой мы проживаем. Понимаете, вот Чеченская республика, Чечня, тогда Чечено-Ингушская республика. Вот такие вещи были. А сегодня она сведена на уровень там, скажем, ну как это назвать, без всего этого сельскохозяйственная, туристическая там деятельность, еще такое. То есть люди, оказываются, в итоге находятся на дотации со стороны этой центральной власти Кремля. Поэтому это специально сделано. Поэтому, видимо, там есть эти противоречия, здесь нет сомнения. Они там строят, они там возводят разного рода другие курортные там места делают, ну, а чтобы то, что нужно для государства, они там этого не производят и не делают там на месте. мгм, Вот поэтому, видимо, там эти у них противоречия. Ну и противоречия связаны с тем, что власть сама на месте, она тоже диктует свои условия. Понимаешь, что а почему, вот многие спрашивают, почему он диктует вот такие, то, говорят, а вот другим нельзя. А потому что наш народ воевал и показал, что этот народ готов воевать еще раз и отстаивать свою свободу. Вот взамен этого они делают той власти, которая там есть, они делают ее, успокаивают и дают ему вот эти все, скажем, привилегии. В мгм, отличие от тех других республик, соседних или по всей России. Какая другая республика воевала? Это заслуга только нашего народа. Так что вот такая ситуация. Я так отвечу на этот вопрос. мгм. Спасибо, Аят. Друзья, напоминаю, задавайте вопросы, я их буду зачитывать. И Аят Дидигов постарается на них ответить. А, Если, Аят, если, например, м, ну, есть люди, которые, а, ну, как бы, может, не знаю, насколько как бы связаны там с Турцией там и так далее. И они тоже сейчас собираются, там, вооруженная группа ехать домой. Одного Закаев назвал там, ну или, по крайней мере, в Ютубе называют каким-то верховным главнокомандующим или какой вооруженных всех сил там и так далее, и так далее. И
эти люди, несмотря на то, что мы постоянно об этом говорим, не брезговали общаться с Закаевым, встречаться и так далее. И а, Турция, НАТО, она как бы откровенно, ну, вообще, в чем вопрос? Какие отношения у президиума с турецкими властями? Если, почему Турция, если она вроде бы как бы за нас была, там, я помню, митинги проводили, там постоянно какие-то там происходили события. Я помню, даже корабль захватили, турецкие какие-то там бойцы с требованием там еще в первую русско-чеченскую, или до даже, по-моему, первой русско-чеченской. И в итоге сейчас, ну, как будто, знаете, я об этом стримах у себя говорю, получается так, что произошел пожар, нам помогают, а потом в итоге дом сгорел, в одних калошах и в трико с ведром пустым в руках. Человек стоит на улице, а в его доме тот, кто помогал, и тот, кто поджигал этот дом, общаются мило так, беседуют, называют себя и Путина, и себя Эрдоган называет самыми великими политиками, ну и так далее, и так далее. И закрадывается такое подозрение, я как чеченец, как человек, рядовой человек, который верил в все, что говорит там разные средства западной информации, в итоге у тебя возникает такое странное ощущение: а не обманули ли меня? Не получилось ли так, что мной попользовались, то есть нашим народом, а потом сказали: "Ну вот", как говорят немцы: "Тут mir leid", извините. И вообще, какие у вас отношения с турецким правительством, у президиума? И прав ли я в том, что у меня, как у рядового гражданина Чеченской Республики Ичкерия, ощущение, что нас обманули и предали? И это касается не только Турции. Но, Аслан, тебя не обманули. Ты просто сам обманулся, думая, что это так. На самом деле жизнь гораздо сложнее. На самом деле все эти страны боятся, как бы, значит, и государства, как бы их государства не развалились. Они постоянно борются за это, в этой конкурентной борьбе между собой. Ты же видишь это все. Были разные империи, была и османская, и другие, и римские, и эти, но европейские империи были. Они все рухнули, и стали новые. Сейчас эта борьба продолжается. Мгм. Они когда рухнули, многие народы исчезали, и они потом вливались в какие-то другие народы. Но наш народ, мы за себя же говорим, они не обещали тебя, предать тебя может только тот, кто твой. Вот твой, допустим, единомышленник, твой там брат, сват или человек твоей партии, они могут продать. А эти люди, они занимаются наши интересы, они берут настолько, насколько им полезно это было бы. Но так как есть международное право, да, которое они присягали или подтвердили, то в этом они ответственны. Вот в чем. Они ответственны за то, что они в отношении нашего народа, к примеру, или других народов не борются за это, не помогают нам. Вот мы государство создали, а они нам не помогают. Они противодействуют нам. Наоборот, вот видите, кто помогает вот этим самозванцам, которые на Западе? Им помогают вот эти отступники, это вот эта имперская власть, которая против даже этой самой западной цивилизации. Они им Ну да. даже вот это Россия сама помогает, они видят это, и они с ними ведут эту игру. Вот я так понимаю. Они ведут эту игру, потому что в какой-то решительный момент, когда наступит, когда они поймут, они когда подведут это дело прямо, там это Мгм. многогранная, очень большая там политика, многогранная. Но в отношении нас мы считаем, что надо было бы вот это принимать и сказать, вот это государство есть. Но если они это примут и начнут сами вести какие-то отношения, значит, правовые или там, скажем, экономические и другие отношения строить, то, значит, они какие-то обязательства на себя берут, понимаешь? Они должны нам в какой-то степени сейчас помочь или сделать то-то, это.
они могут пока, значит, от этого воздерживаться. Понимаете? Понимаешь, вот такая ситуация. Мы сами обманулись, вот так вот наши все люди обманулись, и все говорят, вот, они нам не помогают, зачем это нам нужно, а они что, дяди тебе, или папа, или мама, чтобы тебе помогать. Они должны соблюдать те обязательства, которые они на себя взяли в международном правовом поле, так, в современном международном праве. И они между собой спорят. Видите, вот Россия, она обещала, Советский Союз там был, так, он там принимал все эти решения, а теперь осталась Россия. Почему они Россию сделали членом Совета Безопасности, встает вопрос. Почему она стала членом Организации Объединенных Наций, когда в то же время Совет Безопасности могла быть и Белоруссия, и Украина, которые тогда формировали это в то время, этот, скажем, международное право, устав ООН. А Мгм. нет, а России там не было, РСФСР там не было. То есть вот эти коллизии, вот эти отходы от линии есть. А раз они есть, и за счет этого они приводят там массу разных значит, обоснований, там множество, говорят, вот юрист, ты не юрист, а ты юлист, как бы говорят. Но в то же время какие-то должны быть аргументы. Вот такая ситуация, эти аргументы приведут к тому, что они потом учитывают то, что им нужно экономические отношения, то, что им нужно политические, или в данный момент им нужно вот такое-то содействие. То есть это целый клубок вот этих вопросов, и в этом мире разобраться, и то, что мы создали свое государство, это великое дело, очень великое дело, и это смогли мы сделать, наш народ это смог сделать, и мы могли стать, и является примером для других народов, и чтобы мы не были этим примером, они пытаются нас загнать, как бы, значит, империя вообще пытается загнать нас в угол или уничтожить. Вот в чем вопрос, Аслан. Ну, так мне кажется, на твой вопрос ответ. Да, ну, мы как бы пока только формирующееся государство в смысле признания международного, чтобы у нас как бы место было в ООН, стать субъектом международного права. А эти страны, с которыми вот про Турцию в частности и другие великие державы мощные, они, ну, возьмем Турцию, они всегда были с русскими, ну, как на равных, ну, как два государства, две империи такие, когда так одна мощная, другая мощная. И маленькие государства или малочисленные народы, которые оказывались их в сфере влияния, ну, ими, скажем так, приторговывали, ну, как вы говорите, учитывая свои интересы там и так далее, и так далее. И вот такое возникает странное ощущение, что а, ну, ну как так? Как это может быть вообще? Просто невероятно. А как с ними потом взаимоотношения? Ты говоришь, как так, да? Да, Да, да. да, 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 Я я просто понял. не при... Ты говоришь, как? Ну, говори, говори. Веллерсайд. Не, говори, говори, Я давай. просто не представляю, как потом с ними выстраивать отношения, как с государством. Вот я понимаю, что Турция нам была друг, поддержка, все хорошо, ну, в плане информационно, где-то что-то как-то, какие-то там красивые, правильные слова. И потом, когда происходит геноцид, ведь не просто я это говорю, я просто вижу, произошел геноцид, народ сейчас находится на грани исчезновения полностью. Нас хотят сделать казаками, нас хотят с кем угодно сделать, растворить, уничтожить и так далее. И и потом будет же государство, будет потом даже не будет государства, пускай чеченцы будут жить на этой земле. И даже если, ну, как минимум, а, нас миллион человек, и, может быть, будет больше, мы же это всегда будем помнить. И я буду это говорить, пока не умру, и напоминать об этом молодежи. Ну, просто не могу понять, как это возможно потом с ними сосуществовать. А я просто не понимаю, как мы с Турцией будем устанавливать дипломатические отношения. А еще есть такие планы, что Турция рассчитывает нас поглотить. Она всю историю пыталась завоевать Кавказ, нас в частности, а теперь она как бы под видом уже европейской западной цивилизации, под видом НАТО, наш язык включен как тюркский язык, вопиющая, просто историческая несправедливость. Наш А уникальнейший кто язык. включил его?
кто его В включил? НАТО, в НАТО говорят, он у них входит Ну, а в в список. НАТО, а кто им это дал, вот это обоснование? Они сами, они же нас не спрашивают, они наш Не язык не спрашивают, знают. не Ну вот спрашивают. поэтому мы должны вот эти все вопросы мы должны решать, когда наш язык туда, все такое. А то, Ну, что ты вот говоришь, вот смотри, мы даже наши, среди нашего народа имеем такой клубок вопросов, который очень трудно решается, да, и на это влияют какие-то вот интересы других стран, скажем, мгм, этой же России, ну, скажем, этой же, значит, Сирии, ну, других стран, ну, этой же Турции, Запада. Это все как бы влияет, и мы не можем в этом как-то разобраться, решить и встать на единую платформу. Нам тяжело. А как мгм, тяжело во всем мире это. Вот ты смотрел, вот я недавно смотрел, оказывается, 800 миллионов лет назад было человеческая цивилизация. Представляешь? Это 800 800 миллионов? миллионов лет назад. А то говорили, там миллион всего. Вот были цивилизации, раскопки какие-то там появились, то-то, то-то показывают. То есть этот мир, эта вселенная, она как-то вот непонятна для нас, пока что мы очень мало знаем чего. Но вот такая ситуация. Но в данной ситуации, сегодня мы боремся за то, чтобы сохранить свой народ, свое государство и сохранить свою идентичность и свою территорию. А эти империи, они, им для них ни свой народ, ни другой народ не нужен. Они там называют это россияне, они там называют это русские, там и всех называют. То есть для них этого нет. Это просто есть система власти и империи. И те, которые сидят вверху, они хотят все время там сидеть сами, своих детей или свое окружение. Поэтому, конечно, это то, что ты говоришь, это с моральной точки нравственной очень тяжело, поэтому нам вот этот вопрос надо иметь, значит, в виду и пытаться его решить. А как его вот можно решить? Надо вот определить вот первую задачу. Надо, чтобы у нас была правовая основа, которая принята нами, нашим народом, со всеми нормативами, которые есть в мире и создано наше государство. А нам его не дают до сих пор. Вот я был в западных этих разных странах, и в Совете Европы, Европарламент, в других местах. Так они там открыто пытались уговорить, например, я говорю, меня, ну а может быть вы согласитесь? Вот такие разговоры. И мне было тоже тогда очень больно смотреть на них. Я помню здесь вот в Страсбурге, тогда это 2002-2003 год был, не помню Мгм. сейчас, да, там госсекретарь мне там, меня пытался уговорить, может, вы согласитесь с этим, согласитесь. Я вот смотрел на него и думаю, ну что это такое? А он смотрел на меня и думал, чего они хотят, что им надо. Вот я так ставил. У них большая страна, у них это. А эти, мол, может, пока не надо вам, вот такие разговоры. Понимаете, вот такие вещи. Поэтому мы четко и ясно должны свою позицию доносить до остального мира, и чтобы это было обосновано, аргументировано, и чтобы они не могли нам ничего сказать, а этому противодействует та империя, которая нас хочет поглотить, уничтожить. Потому что это сложно, да, я согласен с тобой, сложно, но как бы то ни было, сложно или не сложно, как это будет, неизвестно. Вот сейчас Трамп пришел к власти, приходит, собственно, да, что он сделает, посмотрим. Может быть, действительно он что-то изменит, может быть, это будет как-то, значит, в пользу всех нас. Мы на это надеемся, посмотрим. Да, ну, Но другого нету. Пока да, да, другого нет. Да. другого нет, это точно. Так, друзья, пишите комментарии. Вот ситуация по поводу Украины. Давайте немножко вернемся к теме по поводу Украины. Украина сейчас, ну, Россия активно штурмует, Украина сдает небольшие, мелкие населенные пункты потихонечку. Ну, идут очень тяжелые бои в Курской области, говорят, очень тяжелейшие бои за все время в Курской области, такие вообще. Россия пытается быстренько, пока Трамп не заехал в Белый дом, видимо, восстановить хотя бы свою вот эту территорию, захватить снова.
по всей видимости, ничего не получается. Но одновременно с этим, говорят, что Украина готовится к контрнаступлению. Как вы думаете, что из этого может выйти и а, отдадут ли территории Украины или же остановят войска там, как они планируют, или нет? Асан, я вначале коснулся этого немного. Да. Я думаю, что вот по заявлениям, которые делает власть Украины, они ни одну пять земли не хотят отдавать, но они готовы приостановить вот военные действия, да, Мгм. и хотят гарантию своей безопасности, что потом Россия не нападет на них. Чтобы они решили вопрос вхождения их в НАТО, Мгм. ну, по крайней мере, или чтобы они решили этот вопрос таким образом, что, вот я так думал об этом, да, как Япония, Тайвань, Израиль, они имеют тоже защиту прямо Соединенных Штатов Америки. Если вот такой вариант, это тоже как бы промежуточный вариант, и отдавать свои территории они не хотят. И если вот такой вот с таким вариантом согласится, скажем, Кремль, так, то для Кремля это будет как бы поражение. Вот. Почему? А вот а? Почему поражение? Они же этого мечтают, об Почему? этом мечтают. Потому что они ничего не достигли. Они хотели за 3 дня взять всю Украину, и Киев взять, так? Ничего не смогли за 2-3 года, сидят там, да? И для этого, ну, они как-то хотят ему лицо сохранить, наверное, Путину, вот поэтому. А после этого как раз-таки, наверное, развернется вся вот эта бодяга уже против нас, против чеченцев. Они хотят потом нас бросить в это пекло, сказав, что вот во всем виноваты они, то все. Понимаете? Вот Да, они их обвиняют террористы, там. исламисты. Да, 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 да. Вот я об этом как раз вначале говорил. Да-да. Если такой вариант будет, видимо, ну, я думаю, что Путин может не согласиться. Тогда могут вот сейчас есть вот эти движения на Западе, есть разного, значит, общественные политические движения, которые в Берлине, там собираются те 1 марта, пытаются в следующий год собраться. И они говорят, вот надо Западу решить, прекратить разговоры, вести переговоры с Путиным, его надо убрать, и надо вести вот, значит, переговоры с оппозицией. То есть они имеют в виду себя. Это Ходорковский, эти Карамурза, ну вот эти все, в том числе с ними и общаются, и с ними наши деятели, о которых мы знаем, чтобы Изакаев и другие там ходят с ними вместе и общаются. Ну вот, Россияне. а? Россияне общаются Да, между да, собой. как Россия. То есть они вот хотят на этой волне где-то там проскочить. То есть они вот эти вещи ведут себя, и мы должны это видеть. Это вот почему они там лазят, извините за мое выражение. Потому что как они, эти же такие же, как и Путин, правильно? Ну, может быть, они слабее, чем Путин будет, и меньше будет власти, но эти хотят быть в составе России и пойти туда. То есть они себя вот демонстрируют. Они там говорят, давайте подпишем документ о развале внутри страны, давайте, значит, скажем, что проведем какой-то там референдум о статусе там и другие, и другие. Или давайте создадим там какое-то другое государство. Они до сих пор не говорили Чеченской республике Ичкерии сказать, боялись, вот, а лет 15-20. Теперь начали говорить про Чеченскую республику. Ичкерия, потом начали. То есть их все устраивает. А мы должны это понимать, понимаешь? Вот в чем дело. Поэтому вот такое развитие событий возможно, и что, и куда это пойдет, я сейчас не могу тебе точно сказать, но, по крайней мере, вот такая вот ситуация складывается. И я вот слушаю разных там людей, вот этих вот деятелей, вот они конкретно говорят, надо вот, а кто вот должны, интересно, с кем они должны вести переговоры? Вот они, видите, Навальная там поехала в Москве, в Вашингтоне, с президентом встречала, здесь там скажем, с французским президентом, Германии, везде. Это же не случайно. Все, что они делают, это не случайно. И не случайно их принимают. Они смотрят. А эти как раз-таки к ним подбоченились вот наши так называемые деятели. И это мы должны замечать. Понимаешь?
Поэтому в этом вопросе, вот я тебе на этом остановлюсь, не буду дальше расходиться. Вот такая Да, ситуация. Аят, вы очень, наверное, хорошо помните, наверное, как происходили события становления нашего государства, кто мешал нам, Да, кто пытался убить наших лидеров, всех, кого только возможно, купить, запугать там, и все это вы, наверное, очень хорошо помните, Аят. И для всего мира какие-то люди борются за права своего народа, государство строят, а есть другие люди, которые хотят быть с Россией, которые считают себя россиянами. А мир, как бы демократический мир, он ну, по-другому на это смотрит. И эти люди специально обозначались как оппозиция там, и так далее, и так далее. И благодаря вот этим людям мы попали в войну, страшную войну. Именно благодаря вот этим завгаевцам, гантемировцам, там, автурхановцам, там разные фамилии были. И вот благодаря вот этим людям мы оказались в войне. Эти люди писали в Кремль, просили в Москву срочно вести войска, помочь им и так далее. Мы это все видели, знаем, есть документы, мы у себя публиковали, вы тоже это знаете. И сейчас повторяется ситуация. Те же люди, которые такой советская номенклатура КГБшно-ГРУшная, она же продолжает вести ту же деятельность, когда сейчас есть уникальная возможность, например, быть в Украине, президиуму, вам в частности. Мы теряем 2 года, доказывая украинцам, кто из нас и так далее. Украина потеряла 2 года, и я надеюсь, будут отвечать те люди, я в частности полагаю, это Кирилл Буданов или еще кто-то, которые, или Подоляк там такой же, которые, ну, фактически ничего не сделали для Украины через вот представительство чеченской власти. Полностью слили, как говорится, а, вот это все возможности слили. И сейчас, когда сейчас есть возможность, вот сейчас Эд писал об этом, мы об этом много говорили, что новая архитектура безопасности формируется, и у нас уникальная возможность попасть в этот новое ООН или в новое Лига наций, как она будет называться. И нам опять мешают. И это опять делают та же советская КГБшная, ГРУшная номенклатура, их потомки, ну, в принципе, одни и те же люди, и повторяется. Что можно предпринять, Аят? Как сделать так, чтобы, не используя старую, по-моему, арабскую или не помню точно чью пословицу «припасите 10 патронов на случай войны, 1 патрон для врага и 9 для предателей». Ну, приблизительно я перевожу эту вещь. Не прибегая к этим методам, как можно повлиять, сделать так, чтобы мы могли цивилизованно донести до людей и почему Запад, видя все это, у меня нет ответов на это. Почему они молчат, почему они позволяют? ну вот смотри, Асан, ты на все вопросы, которые сам задавал, сам отвечал. Это хорошо. Они отвечают потому что таков мир, такая ситуация в мире, потому что мы должны в первую очередь признать сами свою государство. Как-то было там сказано. Помню, когда президент первый был, его спросили: Мгм. а когда нас признает Запад? А он говорит: мы должны сами в первую очередь признать свое государство. Вот этот вопрос очень важен для нас, собственно говоря. Здесь вот многие же пытаются сказать, что, ты знаешь же, сказать, что у нас не было этого государства. Это хочет сказать Кремль везде со своими документами, своими пропагандой. Они нас называют как угодно, но мы должны вот здесь, вот насчет Украины ты говоришь, да? Украина, она борется. Украина, в отличие от любой другой страны, причем при том, при тех недостатках, которые, может быть, есть у них, они признали наше государство. И за это Да, мы им должны быть благодарны. И тем людям, которые там были. Видимо, вот этот комплекс, вот это все вместе, когда оно вот собралось, вот то, что ты говоришь, и они приняли решение признания нашего государства. И мы участвовали, вот Алла Дуда, я и другие, мы участвовали в признании, писали эти письма,
общались, и мы участвовали, и это получилось. И многие были удивлены, что это было сделано. Наши даже говорили, они не должны были нас признавать, это рано. Другие говорили, как это, не может быть. Вот они это сделали. А когда они это сделали, и если мы будем говорить, что они, мол, там, они чуть ли, они виноваты, нет, мы не можем это говорить, потому что в каждый 3 человека соберется, один будет, тоже какой-то спор бывает. И в конечном итоге они разберутся, и в Украине разберутся, и когда они свое государство полностью освободят или в какой-то степени, они уже взяли на себя вот такое признание, написали во всех, значит, обратились ко всем международным организациям ООН. просьбой то-то, 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 рассмотрите, сделать, окажите. Вот мы над этим должны работать. А эти люди, о которых я вам, тебе говорю, они мешают нам. Они не признают наши государства, не хотят. А кто не признает наши государства? Не признает и Кремль. Вот мне здесь звонят тоже, одни говорят, вот это то, все там, вот это нельзя, в общем, звонят люди разные, и мне вот эти вещи тоже говорят, целыми часами пытаются меня убедить или объяснить. А то, что я им говорю, допустим, аргументирую, они я так считаю, говорят. Наши люди какие-то странные, они говорят, нет, вот так должно быть. Почему? А я так думаю. Понимаешь, вот такие. А когда я ему вот это все провожу аргументы, а это зачем? Это все равно они тоже не соблюдают. Да, они не соблюдают, но это не значит, что ты не должен соблюдать. Это потому что для нас это есть очень важный аргумент. Это наш ресурс, который есть сегодня, который мы имеем благодаря борьбе нашего народа и благодаря того, что мы это создали в рамках международного права. Чтобы это создать, то, что мы сделали, да, то для другого народа, который есть, допустим, в составе сегодняшней России, да, то для Мгм. другого народа это дело очень тяжелое будет. Понимаешь? Это Да. не так просто вот это все создать, и это все как бы, значит, чтобы оно вот так вот оказалось, вот такое полностью все у нас сделано есть. Это через этот этап надо пройти. Вот, допустим, когда мы вот еще в 91 году создали свое государство, еще там, так, и все у нас было, то наше государство Грузия не признавала до тех пор, пока мы не примем свою конституцию. И вот окончательно, когда мы приняли конституцию 12 марта 92 года, они на следующий день только признали наше государство. Понимаешь? Вот эти вот процедуры, которые необходимо сказать. А как признавать? Можем мы сейчас признать, скажем, к примеру, Бурятию или, скажем, Башкирию, ну, образно я говорю, да? А как? У них же нету в ответ, чтобы они могли сказать, мы вас тоже признаем. Мы просто вот декларативно можем сказать, что мы можем, считаем, что они должны быть независимым государством, что надо их освободить, они должны пройти через эту процедуру, мы можем сказать и сделать заявление, но не более. А в нашем случае все это сделано, и мы имеем взаимные, как государство, имеем взаимное признание наших государств. И нам нужно от этого освободиться и восстановить территорию нашу, восстановить наши государственные структуры в рамках нашей Конституции. Вот в чем здесь дело, понимаешь? Мгм. Здесь сложные такие переплетения, которые сейчас вот многие не понимают. Наши люди говорят, а зачем это надо? А почему это? Потом звонят, потом бросают трубки. Ну вот говоришь, я стараюсь быть сдержанным, но все равно говоришь, отсылаешь им, вот, смотри документы. Я, говорит, прочитал. А что ты прочитал? Скажи это. Он не читал или не понял. Ну вот и что, ну, вот такие вот вещи происходят. То есть мы должны в этом вопросе как можно больше вести вот эту разъяснительную работу своего населения, наших людей, так, и в то же время вести эту работу на международной арене. Вот что нужно, как я понимаю. Да, совершенно верно. Именно, в принципе, этим мы и занимаемся, и в данный момент Да, как да, раз да, да, да. занимаемся. Об этом И идет речь, да. я я, конечно же, критикую иногда Украину, ну, не Украину как государство, а отдельных, лиц в Украине. И я Да, считаю, что я имею право на это. Я сделал
не без ложной скромности, немножко для Украины кое-что. И продолжаю верно, как чеченец это умеет, верно стоять на защите интересов Украины. И никогда и украинцы знают многие, конечно, хотя я могу некоторые острые вещи что-то сказать, и в том числе там критиковать. Ну, И я я это это знаю, делаю, Аслан. да, Я и я знаю, что это ты так и против чеченцев, относишься, да. и в Да-да. отношении наших людей я это делаю, если это ну, как человек, который взял на себя эту миссию вести свое мнение, высказывать. Поэтому я имел в виду, что вот эти люди, они фактически 2 года и украинского времени потеряли, и нам не дали самоорганизоваться. Вот представьте, Аят, если бы, например, Украина бы полностью, вот как Верховная Рада проголосовала, она полностью бы приняла бы президиум, и, ну, все чеченцы, и вот тогда Закаев говорил, что 300 тысяч в Европе, они бы поддержали бы, пришли бы, стали под ружье, там стали бы воевать и так далее. Ну, под ружье 300 тысяч проживающих здесь в Европе не встали бы, конечно, но я знаю, что 300 из этих 300 тысяч, наверное, все 300 тысяч поддержали бы президиум, если бы он там получил бы там посольство, здание для посольства, полностью там помощь и так далее, информационно. На всех каналах выступали бы люди из президиума украинские и так далее. Ну, совсем другой оборот был бы, совсем другая ситуация была. Вот что я хотел объяснить и как бы а, Я высказать, выразить. я понимаю, что ты хотел сказать, но я хотел сказать, что, в этом мире и во всем этом, не все, знаешь, двух цветов, белое и черное, а много разных других тонов, да, не только, цветов, но и тонов. И там это вот вопрос как-то вот, если мы бы решили бы, это могли бы решить, это было бы здорово для нас. Я вот чё хочу сказать Ну всего да. лишь. Такая ситуация, сам понимаешь, что это такое, но другого как бы нету. Вот ситуация такая вот, знаешь. Вот такие вещи. Так, Ну что, ясно. нету больше вопросов? Может, закончим тогда? Сколько уже время прошло? Ну, мы уже почти 1,5 часа в эфире, Аят. Ну и хватит тогда. Хватит? Хватит. И, Если друзья, нет вопросов, почему не хватит, да? Хватит? ну да, давайте, Аят, закончим, если на самом деле нет вопросов. В принципе, как говорится, исчерпывающий, значит, мы отвечаем, вы отвечаете на вопросы, и у людей больше нет вопросов. Это, с одной стороны, хорошо. И, друзья, если есть вопросы, вы можете задать, и если нет, мы заканчиваем тогда. Аят, давайте тогда закончим. Не вижу. Давай, давай, Да. давай. Спасибо, Аят, огромное спасибо. Прошлый стрим мы должны были провести, не получилось из-за моих проблем. И сегодня мы должны были делать на чеченском, но сделали на русском, чтобы побольше людей услышало наше мнение. Да-да. А, Поэтому Тем вот, более, что человек понимает по-русски, поэтому воспользовались объединить это. А да, отдельно, конечно, по-чеченски мы будем тоже говорить еще. Даэл Мула, Даэл Мула. Да. На этом я заканчиваю. Спасибо всем, кто смотрел. А я огромное вам спасибо. Да, Аллах Туаль, Всем Хом, спасибо, видео Баркал на каждый Диарейсуль. Спасибо вам всем, кто слушал нас, видел нас, кто поддерживает. день. Давайте. Адикюр. До Всего свидания. хорошего, друзья. До свидания. До свидания. Адикюр, Машваль. Давайте.